Солдаты стояли автоматами, дальше что-нибудь хотели взять, думали, пойти. Не пускали уже, ничего не смогли брать. Вот то, что на нас было, то, что мы успели, то и забрали. А потом... Из Албата вас куда повезли? С Албата в Сюрен повезли нас. На бортовой машине. А все один на одного. Вот. Очень народу было. А с машины вас загрузили в товарные вагоны? В товарные вагоны. И там никто не знал, кто родственник, кто не родственник. Всех, как попало, толкали в вагон. Сколько ехали в дороге? Ну, в дороге я точно не помню, но порядочно ехали. Вот в нашем, у меня этот двухэтажный дом, на верхнем этаже жили два капитана, русские капитаны, уже немцы уже ушли. И вот они ничего не сказали, а пришли, вот давайте, одевайтесь, вот вас мы отсюда выселяем. А мать стала суетиться, не знала, что делать, не знала, что брать, потому что братья жили уже у других, в другой семье. Вот. И когда я уже заплакала и вернулась обратно, этот лейтенант сказал: не плачь, вернетесь. А я все равно этому не поверила, потому что все, что у нас было, мы не смогли вынести, а то, что было, и начали мародерством заниматься. Кто? Вот эти соседи русские были, вот. А жили все время в дружбе. А как, значит, нас обвинили, в чем вина моей матери и меня? Мы же жили в Албате, все было нормально, все было хорошо, и вдруг обвинили нас ни за что, ни про что, и люди бежали что-нибудь взять, а никакой медицинской не было, никакой нам еды не давали, это я очень хорошо помню, потому что я помню, жареные кукурузы, которые уже перегорели, вот это мы всю дорогу, вот этой кукурузой питались. Потому что мама ничего не могла взять. Я маленькая, то, что на ноги и, как говорится, одежду успели забрать, а больше ничего не смогли забрать. А много людей умирало, не помните, по дороге? В вагоне умирало много людей, однако двери так закрывали, что невозможно даже дышать. Дышать невозможно. У многих, которых сердце не выдержало, прямо в этом вагоне это. А по дороге, когда ехали на поезде, по дороге всех выбрасывали с вагонов вот на съедание шакалом. Малярия, до такой степени малярия. Вы куда приехали, куда попали? Мы попали на Манганскую область, в Чустский район. Колхоз. А в Чустском районе какой-то кишлак. И там люди как, умирали тоже? А там мы там уже долго не были, потому что мы переехали в Чуст, и вот этот дядька, с которым мы жили, вот этот дядька мне сказал, говорит, каждый день столько умирает людей, хорошо, что твою мать в день смерти мы успели похоронить, а остальные неделями лежали. И вот этот Сулейман Эмдем, вот, я уже в детдоме была, и его дети в детдом забрали. Я уже пошла, посмотрела на углу был малолетний сын, потому что жена уехала разменять. Вот. И
он с этими... Потом он с Тюрена же сюда переехал, в Албат. А с Албата его тоже депортировали. И он там умер. Кто его похоронил? Как случилось? Ну, у него был этот Эскендер, сын, это Шерфе, дочь, и это Тусния были. Это ваш дядя умер, да? Да, да. Они даже, наверное, и не знали. Их взяли, в детдом взяли. Каким образом их взяли? Я не могу понять, не могу. Как мама умирала, я даже и не знала, потому что мы лежали на земле. Я думала, что мама спит, а оказывается, она умерла. А две семьи жили. Сзади большая комната, это многодетная семья. А я с мамой, прямо дверь на улице открывалась. Ну, тогда же было жарко, это какой месяц, не помню. Я вот села на это и смотрю, думаю, что мама спит. А эта семья, многодетная семья, у него старший сын встал на пороге и смотрит, и говорит своей матери: «Мама, а ведь тетя Зиде умерла». А тогда я посмотрела, мы в одной постели на земле спали. Вот. Когда она умерла, а я тогда же целыми неделями не могли хоронить. И вот этот самый мужчина, который многодетный, вот, он нашел доску, и маму со всей одеждой положили на эту доску. А одеяло, которое было, красивое одеяло, я взяла этот пододеяльник, распорола и дала им, чтобы они завернули маму. Сколько вам лет было тогда? Ну вот тогда, вот, да, 8 лет все было, да. Энденетким вахтенбе. А после этого они, потом я узнала, они маму похоронили, где похоронили, как похоронили. Я ее не знаю. И сейчас, наверное, так мне сейчас это сильно в душе такая печаль, такая обида, что матери косточки, наверное, тоже не остались, косточки.